«Преломивший хлеб со мной становится мне другом». Эта фраза, услышанная героем передачи Сергеем Гребневым в детстве, стала пророческой для него и не раз возвращалась в его памяти. Мог ли тогда, будучи мальчишкой, он представить, что возглавит легендарный Махсоголовский хлебозавод и станет одним из самых успешных предпринимателей Хангаласского улуса? История Махсоголовского хлебозавода начинается в 1961 году, практически с основания самого поселка. Именно тогда была выпущена первая партия ароматного хлеба. Объем и ассортимент продукции хлебозавода в то время были скромными и соответствовали потребностям строящегося поселка. Однако со временем мощности предприятия увеличивались, так как рос и развивался Махсоголох, а вместе с ним возрастала потребность в хлебобулочной продукции. 90-е годы, как и многие другие предприятия того времени, серьезно подорвали стабильность хлебозавода. Многие работники уволились, а тем, кто остался, зарплату часто выдавали продукцией или ингредиентами, мукой, сахаром и прочим. К 2012 году, после череды смены руководителей, хлебозавод оказался в плачевном состоянии. Нужны были умелые руки, чтобы вытащить предприятие из долговой ямы. Власти района начали искать решение и нужного человека, своего рода кризисного менеджера. И администрация района обратилась ко мне как предпринимателю с предложением о участии в аукционе. Я не отказался. Я помню, знаю вкус хлеба, который здесь спокон веков был. И знаю, что и Покровский хлеб, и Махсоголовский хлеб всегда славился, всегда имел спрос, всегда люди приезжали с Якутска даже специально за хлебом и за Махсоголовским хлебом. И зная вкус хлеба, я не побоялся и решил посвятить себя также в производстве хлебобулочных изделий. Итак, начало 2012 года. Сергей Гребнев выкупает Махсоголовский хлебозавод вместе с долгами по заработной плате, налогами и кредитными обязательствами. То, как он справлялся с долговым наследством, хорошо помнит Наталья Тадокова, бухгалтер-кассир, проработавшая на заводе более 20 лет. Кому, как не ей, знать о финансовом упадке предприятия до прихода нынешнего директора? Ужасное уже дело шло к банкротству, потому что были сумасшедшие долги по налогам, там порядка 2 миллионов, даже долги по зарплате полугодовые. Конечно, Сергею Геннадьевичу надо заживо медали и памятник ставить за то, что он взвалил на свои плечи такой тяжкий труд. Конечно, он пришел, предприятие еще и санэпидстанция тогда закрыла, сделали большой ремонт. Сделали все, потихонечку начали приобретать что-то восстанавливать, что-то менять. Полностью заменили автотранспорт. Ремонт длился полгода и включал в себя также реконструкцию печного оборудования. Когда я пришел, одна печь была, практически она была недействующая, она была полуразобранная, но я ее восстановил. Выпуск из кирпичной печи, я считаю, что это основные наши фишки. Как раз согласно этих всех рецептур прошлых лет мы на рынке. И у нас есть свой потребитель, есть своя ниша, которую мы очень плотно держим. Откуда же были деньги на восстановление предприятия? Мы взяли кредит у фонда поддержки предпринимательства в городе Якутске, республиканский фонд, и под наименьшие проценты мы приобрели оборудование, завезли муку, первые вагонные поставки, и благодаря поддержке, конечно, наших направлений в области предпринимательства это все сделано. Первая партия хлеба после прихода Сергея Гребнева к руководству была выпущена 29 октября 2012 года. С этого момента можно считать начало нового витка развития Махсоголовского хлебозавода. Сейчас мы поставляем город Якутск, весь район охватываем, центральную часть района, да, это с Кихтюра
до Улаханана, Заречную сторону и также город Якутск. Работаем со многими школами специально для школьников и детских садов. Мы выпускаем йодированный хлеб. Это йодированный хлеб с добавкой йод-казеина, который очень полезен для щитовидки, ну и в районах Крайнего Севера очень полезен для детского возраста вообще. Одним из давних клиентов хлебозавода является Покровская средняя школа номер 2, что свидетельствует о высоком уровне доверия к продукции предприятия. Доставка идет дозированная, так как хранение не позволяет. Ну и свежий хлеб каждое утро поставляется. Уже к завтраку дети едят свежий испеченный хлеб. Как известно, главным ингредиентом хлеба является мука. А так мы муку закупаем с Алтая, высший сорт, первый сорт, второй сорт. И ржаную муку мы всеми видами, всеми сортами муки мы используем, поэтому все нормально, налажено. Работаем с этим поставщиком уже очень давно, долго изыскивали поставщика, но по качеству вот сегодня уже какой год с ними уже работаем и налажено очень хорошие отношения с ними. А главным богатством завода являются его люди, работники и ветераны, особенно те, кто остался верен предприятию даже в трудные времена, когда оно находилось на грани закрытия. Одним из преданных сотрудников является кондитер Октябрина Козлова, работающая в кондитерском цеху с 1995 года. Коллеги называют ее «сладкой женщиной». За свою карьеру она видела множество директоров и руководителей, и о Сергее Гребневе отзывается исключительно положительно, так как ей есть чем сравнивать. Он очень переживает за работу, очень переживает за работников, за сырье, за своевременный привоз сырья. Ну, человек болеет за свою работу. Вот он не просто не номинальный директор? Нет, нет, нет. Я бы так не сказала. Потому что мы со всеми, даже мелкими вопросами обращаемся к нему. При Сергее Гребневе началось активное внимание к кадровой стратегии. Например, во время пандемии коронавируса хлебозавод заключил договор с районным центром занятости населения для снижения напряженности на рынке труда. Также на производстве начали проводиться профориентационные мероприятия, такие как экскурсии для школьников. Экскурсии мы начали буквально недавно проводить. Да. Конечно, это все требует санитарных требований, санитарных норм. Поэтому мы все придерживаемся их, и школьники с интересом приходят, с классными руководителями, и им очень интересно, как вообще поступает хлеб на их столы, и мне кажется, что это очень полезно, познавательно для детей, чтобы они ощущали себя, почувствовать себя на производстве. На момент, когда Сергею Гребневу предложили возглавить Махсоголовский хлебозавод, у него уже было 6 лет опыта в предпринимательстве. В 2006 году я еще совсем молодой предприниматель, житель города Покровск, зарегистрировал свое предприятие как индивидуальный предприниматель. Это был, я даже сейчас вот помню, 18 мая 2006 года. Зарегистрировался. Очень было много идей, много планов. Вообще я имею высшее образование экономическое. Я прошел очень большую школу работы в системе Холбас, Райпотребсоюз, Холбас по Хангаласского улуса, где был руководителем коммерческого отдела. Вот, мы занимались снабжением 30 магазинов сети, по которой снабжали всеми продуктами питания, первой необходимости в основном. Там же была и заготовительная деятельность, там же было и производство. Система очень сильная, я прошел очень большую школу там, практическую. В Холбасе я работал с 2000, можно сказать, да, до 2006 года как раз. Вот. В 2005 году меня пригласила уже коммерческая структура с города Якутска. Тоже очень хорошую прошел школу по... Как раз было внедрение компьютеризации, внедрение такой программы, как 1С.
Я прошел вот эту школу, и мне очень это стало интересно. И в 2006 году, более уже окрепший, я решил создать свое предприятие и попробовать свои силы. Уже будучи индивидуальным предпринимателем, Сергей начал работать торговым представителем якутской торговой компании «Амсай», которая по сей день занимает лидирующие позиции на рынке. Затем он переключился на сотовую связь и стал представителем таких операторов, как МТС, Билайн и Мегафон. Его представительство охватывало не только Хангаласский улус, но и другие районы республики. Далее Сергей заинтересовался строительной сферой. В 2011 году со старшим братом Олегом мы начали заниматься производством полистирол-бетонных стенных блоков. Это предприятие до сих пор работает, функционирует, все успешно, все нормально, люди оформлены, все официально, все, то есть все стабильно, все. Но правда есть сезонность в этом бизнесе, она функционирует в основном только в летний период. Проработав значительное время в сфере торговли, Сергей решает построить собственный торговый центр в Покровске, используя для этого свои полистирол-бетонные стеновые блоки. Так появился торговый центр «Эргиз», расположенный в центре города. На первом этаже находится супермаркет, а на втором – офисные помещения и офис самого Сергея. Кроме того, герой передачи занимается вендинговыми аппаратами. Одним из первых в Покровске установил кофемашину в своем торговом центре, а затем и водомат. Назревает вопрос, как он успевает все это? На самом деле, предпринимательство – это тоже риск, да, это всегда риски, берешь ответственность на себя, да. Я считаю, что все-таки это исходит изнутри, как-то, да, какое-то направление, если по душе, то оно имеет место быть, и работа от сердца, она всегда придает успех. А всем заниматься, во-первых, это плановая работа, все идет по плану, планы расписаны ежедневно, ежечасно, рано встаем, поздно ложимся, вот успех бизнеса. Под Покровском он выкупил заброшенную ферму и теперь разводит свиней и скороспелых птиц, уток, гусей и кур. Эта сфера деятельности больше для души, чем для заработка. Это небольшая личная ферма, где мясо и яйца идут на собственный стол, не для реализации. В основном это был нацел для благоустройства города Покровска, да, потому что мы разводим птицу, начали направление это птицы в основном, да. У нас одной из достопримечательностей нашего города есть озера, 5 озер, которые мы с товарищами, да, единомышленниками их заполнили птицей. У нас еще есть проект зарыбления этих озер. И, то есть придать это в будущем, да. И заполнили озера птицей. Это тоже привлекательность нашего городка и плюс благоустройство. Судя по тому, как тепло Сергей отзывается о своем родном городе и как жаждет его развития и процветания, можно с уверенностью сказать, что перед нами настоящий патриот. Именно из этих побуждений в 2007 году герой передачи решил баллотироваться в депутаты городского собрания Покровска. В 2007 году я еще молодой предприниматель, только зарегистрировался, и население, где я проживал по улице Подгорной, побудило меня все-таки поучаствовать на выборах. Я выставил свою кандидатуру, и 70% избирателей избрали меня депутатом города. Мне это стало интересно, политика, да. Там, все-таки это все делается для развития нашего общества, для развития нашего поселения, для развития людей. С 2018 года Сергей Гребнев стал депутатом районного совета от микрорайона Селекционное города Покровска. За годы его депутатства в микрорайоне значительно улучшился уровень жизни. Был построен летний водопровод, охватывающий почти 100% домовладений, и создана спортивная площадка, на которой уже второй год в последнюю субботу июля отмечается День микрорайона. Однако одним из главных достижений стало учреждение территориального общественного самоуправления, сокращенно ТОС.
Оживилась у нас жизнь. Появились ТОСы, 5 ТОСов. Есть ТОС, значит, Селика, Северная, значит, микрорайон Молодежный, потом 101-й квартал и Покровка. То есть все ТОСы у нас вот именно в нашем микрорайоне. Эти ТОСы представляют собой актив жителей по месту проживания. Вместе они проводят собрания, обсуждают насущные проблемы и решают их, выходят на субботники и помогают друг другу. Мы помогаем ребятам, которые служат в СВО, собираем деньги, собираем, значит, продукты. Вот недавно жарили карасей жители микрорайона и отправили, значит, нашим ребятам туда на зону боевых действий. ТОСы также соревнуются между собой за денежные призы, выделяемые администрацией города. Стоит отметить, что подобные ТОСы пока развиты только в микрорайоне Селекционное. В других микрорайонах Покровска такая практика еще не распространена. Мне кажется, вообще микрорайон Селекционное, здесь живут люди, которые тянутся к каким-то таким хорошим делам, и стоит вот только немножко их подбодрить, зарядить, и получаются уже вот какие-то хорошие дела. Именно таким человеком для жителей Селекционной стал Сергей Гребнев. Благодаря его инициативе жители впервые приняли участие в программе поддержки местных инициатив, что позволило реализовать проекты по созданию летнего водопровода и спортивной площадки. Он также активно продвигает эту программу среди своих соседей и жителей многоквартирного дома на улице братьев Ксенофондовых 1, расположенного в центре Покровска рядом с Монастырским озером. С 2022 года территория вокруг озера постепенно преображается. Здесь была обустроена прогулочная зона, установлены качели и освещение. В этом году появится детская площадка и будет залит новый асфальт. Все это в рамках участия в программе поддержки местных инициатив. Это очень действенная программа, которая сплачивает население, да, сплачивает власть, сплачивает спонсоров. Летом 2024 года стало известно, что город Покров стал победителем всероссийского голосования в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». А выигранные средства пойдут на второй этап благоустройства территории вокруг озера Монастырское. Тут планируется переход с улицы Орджоникидзе и до братьев Ксенофонтовых 1. И здесь вокруг озера будет пешеходная дорожка со смотровой площадкой, и будет зона отдыха для населения, да. Герой передачи не только успешный бизнесмен и неравнодушный депутат, но и заботливый семьянин. Вместе со своей супругой Верой они уже 27 лет идут по жизни бок о бок. И вот эти 27 лет уже прошли, знаете, как быстро, как один миг вообще. На то время у нас, наверное, даже, ничего не было, только мы, я и он, больше ничего, и были только какие-то мечты. Когда мы только встречались, он за мной ухаживал, тогда он мне сказал однажды: я хочу 3 детей, 2 мальчика обязательно, и лапочку, девочку. А знаете, оказывается, мечты сбываются. Вот так и случилось у нас. У нас 2 сына и маленькая дочь. Старшему 26, он уже женат, семейный человек, работает в сфере прокуратуры. Второй сын у нас студент, АГАТУ, специальность инженер. Дочка учится в 4 классе. И по воле судьбы мы уже 5 лет воспитываем мою родную племянницу. Она уже с нами живет 5 лет. Она осталась круглой сиротой. И как получается, сейчас у нас 4 детей. 2 сына и 2 дочки. Вера Гребнева тоже бизнес-вумен. Она управляет продуктовым супермаркетом в торговом центре «Эргиз». При этом у них с мужем четко определены границы в ведении бизнеса. Да, есть такое, потому что без этого, никак. Вот я, допустим, у него хлеб в хлебозаводе его покупаю тоже. У нас есть определенные правила, ничего мы у друг друга бесплатно не берем, все это покупается и рассчитывается также деньгами. Поэтому я думаю, это все равно без этого нет порядка. Так и должно быть. И дети у нас также воспитаны. Они заходят в магазин, здесь ничего просто так взять нельзя, все покупается за деньги, поэтому как-то вот так вот.
Особое внимание стоит уделить родным Сергея, его маме, папе и 2 старшим братьям. К сожалению, их уже нет в живых. Первым покинул этот мир отец Геннадий Гребнев. Наш папа Гребнев Геннадий Васильевич, мастер спорта СССР по вольной борьбе, чемпион города Москвы и всех ее окрестностей, как говорил крылатая фраза моего отца. Он был вообще фанатом вообще спорта был и председатель спорткомитета Орджоникидзевского района. Далее по стопам отца пошел старший брат Олег. К сожалению, отца не стало очень рано. На 51-м году ушел из жизни наш папа при проведении проводов зимы. Прямо при народе он показывал, как поднимать гирю и кровоизлияние в мозг, и, к сожалению, папу в то время не смогли спасти. Я считаю, что этот возраст был совсем молодой тогда, зрелый, но молодой, но для нас казалось, конечно, он в годах, но сейчас, вот как исполнилось мне 50, я считаю, что он еще был молод совсем, зрелый возраст совсем, самый такой возраст, когда еще можно было работать и работать. На следующий год районный совет депутатов учредил турнир по вольной борьбе среди юношей в память о Геннадии Гребневе. Организацией этого турнира в основном занимался старший брат Олег. С 92 года это направление в основном взял старший брат Олег. Он ввел это направление, вместе с администрацией района, с поселком Покровск тогда еще. Вот эта вольная борьба начинала на районном уровне. К сожалению, в 2011 году ушел из жизни старший брат Олег, и вот это дело я взял на свои плечи, и сейчас это уже турнир уже перешел в разряд республики. Не суждено было долго прожить и среднему брату Евгению. Он был известен своим страстным увлечением рыбалкой. В память о нем в Покровске с 2016 года проводится фестиваль подледной рыбалки «Лена Фест». Сейчас Сергей самостоятельно занимается организацией обоих мероприятий, как турнира по вольной борьбе, так и фестиваля подледной рыбалки. Также он занят сбором материалов для книги о своем дедушке, писателе-фронтовике Исае Никифорове, которому в этом году исполняется 110 лет. Знаете, есть такое, человек живет столько, пока его помнят. И как говорится, наша цель – сохранить историю наших предков, потому что это же наши истоки, оттуда мы берем начало и оттуда зарождение всех идей. Я, к сожалению, не застала его родителей живыми, но о них наслышано очень много. До сих пор говорят о них очень хорошо и прям приятно. Я очень благодарна его родителям, что его таким воспитали. Он настоящий патриот. И как-то у него это исходит снутри. Он прямо болеет за свой Улус, за свой город. Безусловно, родные Сергея Гребнева гордились бы тем, что его достижения в бизнесе, общественной и депутатской деятельности были признаны на республиканском уровне в 2024 году. Он вошел в топ-50 лучших тружеников Якутии и был удостоен престижной премии «Человек труда» из рук главы региона Айсена Николаева. Есть одна фраза, которую Сергей Гребнев часто повторяет про себя. Она как нельзя лучше отражает его суть. Где родился, там и пригодился. Все-таки отношение к малой родине – это все-таки это наше все, как говорится, родина. Да? Так как мы граждане еще Советского Союза, еще тех времен, поэтому я считаю, что где родился, там и пригодился – это наше начало, я думаю, начало.